Мировая практика показывает, что для успешных реформ необходима концепция или политика. В вопросах антикоррупционной политики направление задает президент, а реализовывать обязаны все органы государственной власти в рамках своей компетенции. Именно поэтому в прошлом году указом президента Кыргызской республики принята государственная стратегия по противодействию коррупции на 25-30 годы. В свою очередь, Министерство экономики и коммерции уделяет особую важность внутренней антикоррупционной политике как основы для создания системы предупреждения коррупции. Это не только документ, это четкие принципы и требования, официально сформулированные руководством и коллективом, которое запрещает коррупцию и поддерживает добропорядочность. Все это закреплено в декларации о надлежащем управлении и добропорядочности, которая обязательно для ознакомления и руководства в своей деятельности всеми сотрудниками министерства от министра до младшего специалиста. Сейчас активно ведется профилактическая работа со стороны правоохранительных органов в свете вступления в силу закона, ужесточающего меры ответственности за коррупционные преступления. Важно отметить, что новый закон исключает все смягчающие обстоятельства для коррупционеров. Среди ключевых положений пожизненный запрет на занятие государственной и муниципальной должности для осужденных за коррупцию, а также полное исключение штрафов как меры наказания. То есть сейчас любое коррупционное деяние будет уголовно наказываться. Но профилактика коррупции – это не только разъяснение мер ответственности. Я убеждена, что каждый из нас должен вносить свой вклад в формирование культуры нетерпимости к коррупции. Мы, государственные служащие, являемся лицом справедливого государства, и именно с нас должно начинаться это изменение. Я, как представитель Министерства экономики и коммерции, твердо верю, что добропорядочность – это залог процветанию, успеху и доверию граждан. Давайте вместе строить общество, свободное от коррупции.